Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 25 октября 2024 года, 16 часов 1 минута по Берлину, 17 часов по городу Джохару. Я вас всех приветствую, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «Зеленский. Северокорейские войска вступят в бой с 27 октября». То есть послезавтра. Стрим у нас освещается на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. С вами снова я, Аслан Арцуев. И давайте поговорим об этом и многом другом. Но, как обычно, перед началом своего стрима я вам сообщу о потерях русских оккупантов в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1630 боевиков. Итого их цифра достигла 685 990 бандитов. Плюс 7 танков уничтожено, плюс 33 боевые бронированные машины, плюс 34 артиллерийские системы. Это все за сутки. Плюс 2 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 73 БПЛА, 79 автомобильной техники и цистерны, 22 спецтехники. Ну что ж, друзья, слава Украине, слава ЗСУ. Машволасно, очень интересные события намечаются. Запасаемся попкорном. Карфаген, Делир Саламашал, Маш. Да, события развиваются стремительно, и, знаете, мы даже еще не дошли до пика. Мы даже близко к пику еще не подошли. Это только все прелюдия, это только все начало. А потом будут ягодки, пока цветочки. Вот как-то так, друзья, как-то так. Призываю всех писать лайки, ставить лайки, писать комментарии и распространять ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Дело в том, что наш канал заблокирован на территории фашистской России. И только во время стрима нас видно в России. Так. Ну, давайте начнем с... Как-то так, Дион. Да, как-то так. Как-то так. Ну, давайте пока мы тут собираемся, и я расскажу об основной нашей теме сегодняшнего стрима. Она касается, заголовки, которые нам указаны. Зеленский. 27-28 октября Россия планирует развернуть северокорейские войска на поле боя. Источник в офисе президента Украины сообщил, что Киев отклонил предложение о визите в страну генерального секретаря ООН Антонио Гутерришу после того, как Гутерриш принял участие в саммите БРИКС в Казани. Отлично, молодцы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, ссылаясь на разведданные, что Россия планирует развернуть северокорейские войска на поле боя с 27 по 28 октября. По данным разведки, ожидается, что первые северокорейские солдаты будут развернуты Россией в зоне боевых действий уже 27-28 октября. Это явная эскалация со стороны России, отметил Зеленский на платформе X, ознакомившись с докладом военного руководства.
Украинская военная разведка сообщила в четверг, что в Курской области уже зафиксировано присутствие северокорейских частей. Приблизительно 12 тысяч северокорейских военнослужащих, в том числе 500 офицеров и 3 генералов, уже находятся в России. Обучение личного состава проходит на 5 военных базах. США заявили, что располагают свидетельствами присутствия северокорейских войск в России. Парламентарии Южной Кореи рассказали, основываясь на разведданных, что примерно 3000 солдат уже направлены в помощь российским войскам, участвующим в боевых действиях в Украине, и что за ними последуют другие. Путин не стал отрицать факт присутствия в России северокорейских войск. Западные союзники заявили, что участие северокорейских военных в конфликте приведет к серьезной эскалации. Фактическое участие Северной Кореи в боевых действиях должно быть встречено не безразличием или неопределенными комментариями, а ощутимым давлением как на Москву, так и на Пхеньян, заявил в этой связи Зеленский. Украинская прокуратура заявила в пятницу, что начала расследование военной поддержки России со стороны Пхеньяна как возможного преступления агрессии. Тем временем источник в аппарате президента Украины сообщил в пятницу агентству France Press, что Зеленский отклонил предложение о визите в страну генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша после того, как Гутерреш принял участие в саммите БРИКС, прошедшем в Казани. После Казани Гутерреш хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил визит, так что Гутерреш здесь не будет. В частности, из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани, пояснил источник. Это очень хорошая новость, что Гутерреша не приняли. Это, кстати говоря, нам сообщает «Голос Америки». Очень хорошо, что не приняли Гутерреша, но у меня другой возникает вопрос. Если не принимают Гутерреша из-за того, что он, как глава ООН, посетил, может, с какой-то разведывательной целью, может, еще с какой-то целью. Хотя про Гутерреша я знаю очень хорошо, и это человек такой не очень принципиальный, скажем так. Но если не принимают Гутерреша, который возглавляет такой большой пост, а мы знаем, что Россия является как наследница или правопреемница СССР, как они заявляют, в ООН с правом вето, то есть постоянный член Совета Безопасности ООН, и в принципе это могло быть даже прямой обязанностью Гутерреша там быть. Ну, это хорошо, что его не принял Зеленский в Украине. Это очень хорошо. Но почему на канале Гордон, на других украинских каналах разные, как ее там, Латынина, ну и разные из России прямо вещают. Из России прямо вещают люди. Почему Гутерреша не принимают главу ООН? А вот этих всех пропагандистов на украинских каналах, на русскоязычных украинских каналах мы можем увидеть. Непонятно, конечно, непонятно. Какая-то странная вещь происходит в этой Украине. Ну и возвращаясь к событиям того, что северокорейские военные разворачивают свои действия, свои войска на территории боевых действий, скорее всего, как некоторые утверждают, они примут участие в войне на территории России, то есть в Курской области. Видимо, Абдиалаудинов не справляется, хотя нам постоянно рассказывают, что они вот-вот побеждают, все бегут там, и так далее. Но вот, видимо, не справляются. И сообщается, что они будут принимать участие в Курской области. Опять же, мы свидетели, и мы можем констатировать тот факт, что Россия сливает Сибирь и Дальний Восток Китаю. Северная Корея является прокси-армией, прокси Китая, и они, если зашли они, то значит Китай на это дал добро. Китай поставляет не только оружие, но и теперь уже и солдат
не своих китайских, хотя среди них есть, наверное, и китайские, и генералы, наверное, есть китайские среди них. Там 3 генерала сообщается. Но это, я полагаю, первая партия, и дальше будет больше, так я полагаю. И взамен за то, что они помогают России, воюют в России, они будут, без сомнения, подавлять протесты в Якутии, в Бурятии, на Дальнем Востоке, в Сибири. Но Россия сливает свой суверенитет Китаю. Так много они нам рассказывали, там, что, посудите сами. Вот этот Евгений Федоров, которого я часто о нем упоминаю, рассказывал, что Россия находится там, в оккупации у Америки, что вот мы должны вырваться из-под Америки, там, 3-е, 10-е и так далее. В итоге, борясь с этой оккупацией, они теперь становятся провинцией Китая. То есть Путин был Путиным, стал теперь Ким Чен Ыном. Пут-ином стал Путин. Но теперь наступит счастье в России. Они так этого ждали, они так к этому стремились, так гибли за это, так долго шли к этому. Ну что ж, ждать. Супер, да. Супер, поздравляю. Учим китайский все, россиянцы, да. Китайский учим. Асан, как думаешь, убитый в Чечне росгвардеец у ФСБ все идет по плану? А убитый росгвардеец, что значит у ФСБ? Убитый в Чечне росгвардеец. У ФСБ все идет по плану. Если поставить точку или запятую, и то да, и потом вопросительный знак. Все идет по плану, есть вопрос. То я тогда понял твой вопрос, Карфаген. Да, вчера было совершено, или сегодня утром было совершено нападение на одиноко ехавший грузовик. И был один росгвардеец уничтожен, оккупант, а другой, говорят, ранен. По какой-то странной ситуации оперативную информацию об этом получили разные блогеры, которые вызывают очень большое подозрение их чистоплотности и прочеченскости. Они сообщили, что убито 3 оккупантов. Но на самом деле убит 1 оккупант и 1 ранен, как сообщается. Я не знаю, кто совершил это нападение, не могу знать, как говорится, но могу сказать, что сейчас, когда начали обстреливать, то в Ингушетии происходит нападение, то сейчас в Ичкерии произошло нападение. Я могу сказать, что почему-то этого не было все это время, этих нападений, и сейчас с новой силой, или мы видим, что сила-то не очень сильная, вот произошло нападение. И это все ложится, как ты правильно заметил, Карфаген, в одну канву, в одну колею того, что нагнетается обстановка, и скорее всего, будет у ФСБ план по якобы отделению Чеченской Республики Ичкерия от России. Для того, чтобы создать, вчера мы об этом говорили, для того, чтобы создать такой религиозный, воинствующий такой анклав, который будет управляться, конечно же, Россией. Потому что очень много на территории Чеченской Республики Ичкерия агентуры, которая к военным относится. Я это говорю, ГРУ. ГРУ сейчас не существует. Сейчас это переименовано Главное управление Генерального штаба фашистской России. Но при всем при этом даже они не относятся к Главному управлению Генерального штаба. Да, ими управляют военные. А это обычные российские военные, которые за время войны, особенно последней, Второй русско-чеченской войны, за это время
навербовала Россия себе. И, скорее всего, мы увидим, мы это уже много раз, уже долгое время говорим об этом, мы, скорее всего, увидим в ближайшее время, как кадыровцы, то есть предатели чеченского народа и военные будут объединяться под видом ичкерийцев, объединяться и объявлять такой симбиоз, такой гибрид исламско-демократическо-фашистующее какое-то вот образование они хотят создать. Ну, может, там демократии вообще не будет, чтобы там на Западе были вообще не рукопожатны. Это нужно сделать для того, чтобы остаться под контролем, оставить вот этот, вот этих боевиков под контролем России, их представить такими отмороженными религиозниками, которые дружат с Саудовской Аравией. Слава богу, Рамзан Кадыров уже, там российские спецслужбы, точнее сказать, уже наладили контакты. Уже появляются разные такие проповедники, которые ничего не говорят о правах чеченского народа, о геноциде чеченского народа, о преступлениях, об оккупации их страны. Ничего не говорят. Они чисто религиозную тему говорят. Это говорит о чем? О том, что они ограничены в своем высказывании. Ни один чеченец не может говорить о каких-либо политических, религиозных вещах, не упоминая геноцид, который только что совершен над его народом. А эти люди умудряются. Они говорят обо всем, кроме прав чеченского народа, о геноциде чеченского народа. Никто никогда не упоминается. Ни коллаборанты, предатели чеченского народа. Такие чистые проповедники. Но завтра они станут абсолютно антикафирские, как они любят выражаться, и будут вести борьбу не на жизнь, а на смерть. И это нас наталкивает на мысль, что эти люди не свободны и не независимы. На кого они работают, вот эти разные религиозные там деятели, будем наблюдать, посмотрим. Нам, чеченцам, нужно быть очень-очень осторожны, друзья. Мы сейчас находимся в зоне турбулентности, и нас все хотят использовать. Все, особенно фашистская Россия. Ну, давайте почитаем ваш комментарий дальше. Валейкум салам, Алаш. Так. Извиняюсь, двоечник, говорит. Ничего страшного, Карфаген, все нормально. Так. Потому что такие, как вы, провоцируют народ. Так. Ичкерию провоцируешь. И ты. Людей друг на друга стравливаете. И всех блогеров сажать надо. Хорошо далеко, сидя на диване, стравливать свой же народ, говорит, люди Амшокова. Ну да, наверное. Ну что сказать. Так. Как бы нам, русские, избавиться от вас, говорит. Вот Денис Федоров пишет. Вот честный русский парень. Вот разные тролли пишут, что мы с Россией, мы Чечня за Россию, Россия за Чечню. А Денис Федоров говорит, как бы нам, русским, избавиться от вас. Вот и вот получите вы подхолопные. Когда же вас уже всех расстреляют, твари, говорит Андрей. Вот, Андрей тоже честный русский парень. Прямо говорит то, что думает. То, что у всех на уме.
Асан, спасибо, что открыли вход в чат. Шалом вам из Америки. Шалом, Иосиф Жмеринский, шалом. Так. Так. ЛГБТшники к нам пожаловали. У нас здесь нормально, вы можете тут еще побыть немножко, да. Мы вам разрешаем. Любимая тема у них. Обсудить ЛГБТ, да. Я не знаю, почему вы в России так переживаете за это. У вас там этого всего полно. Коли Ичкерия будет свободна. Колы. Прямо скажу, зачем ты обливается грязью Чечню? Марина, ну по-русски хоть нормально писать научитесь, елки-палки. Мне надоело вас исправлять, да? Я не обливаюсь грязью Чечню, наоборот, я делаю все возможное, чтобы ее не обливали грязью разные вот эти выродки, вроде вас и других. Поэтому нет, конечно, я за то, чтобы люди, убившие 300 тысяч наших граждан, всех национальностей, в том числе русских, были привлечены к уголовной ответственности в соответствии с международным уголовным законодательством. Вот что я требую. Я разве не имею на это права? Мне кажется, я имею на это право. Вы же убили треть нашего населения, треть наших граждан. И я, как правозащитник, как чеченец, считаю своим долгом говорить об этом, рассказывать об этом, призывать об этом и напоминать вам, выродкам, да, вот вы мне тут пишете вот эти слова, я вам также отвечаю, выродкам, чтобы вы понимали, что мы ничего не забыли, что мы не стали Иванами непомнящего родства, мы не стали вашими казаками, или там какими-то подхолопниками. Мы все помним, требуем справедливости, принципа талиона, наказания, сатисфакции в общем смысле, в сегодняшнем смысле этого понятия сатисфакции. Восстановление полной справедливости и чести, и достоинства, и материальное возмещение, и возмещение, ну и наказание убийцам. Поэтому я за чеченцев. Это вы против чеченцев. Это вы делаете так, чтобы моя страна, которую вы уничтожаете, стала такой же холопской, такой же безропотной, такой безвольной, как ваше народонаселение. Нет, мы, чеченцы, не хотим с вами жить. Мы не хотим, понимаете? Вы, русские, когда по отдельности, или вы не представляете угрозу, вы самые хорошие люди. С вами можно договариваться, с вами дружить можно, общаться. Но когда вы становитесь силой, когда вы сильнее, тогда вы становитесь просто людоедами просто. И такое вот перевоплощение у вас происходит. У вас сидит вот этот лицемерие, двоякость вот это сидит. И поэтому мы не хотим, чтобы наших детей депортировали. Мы не хотим, чтобы под видом депортации совершали геноцид. Это же законное право. Это же мы просто хотим выжить. Ничего же в этом я не вижу, это правильно, ничего плохого в этом нет. Не говоря уже о том, что мы хотим развиваться, мы хотим, чтобы наш язык сохранился, а с вами он исчезает. Наш язык занесен в список исчезающих языков, понимаете? Вы нас хотите ассимилировать, растворить в вашей быдломассе. Этого не произойдет. И вот я это заявляю, понимаете? Человек, который владеет вашим языком, который понимает, что вы делаете. Я анализирую, предупреждаю чеченцев. Вы даже не представляете, сколько зла вы нам подготовили вот за эти 5 лет, которые вот я веду вот эту деятельность. Просто за эти 5 лет, что я наблюдаю. Вы нас представляете радикалами. Вы убиваете нас
в Чечне убиваете, в Ичкерии, во временно оккупированной Ичкерии, ваша УФСБ убивает нашу молодежь, с их паспортами отправляют в Сирию под видом ИГИЛ. Об этом я тоже рассказываю, как только получаю информацию. Вы убиваете нас здесь в Европе, подло, вероломно, по-разному, всякими возможными способами. И я предупреждаю, вы нас представляете исламистскими радикалами, вы нас обманываете, вы нас обделяете. Чеченская республика нищая, абсолютно, народ нищий. Только есть работа вот в ваших вот этих банд-армиях, банд-структурах ваших. Все, ты вынужден или идти на стройку, или идти в вашу банду, ваше бандформирование. Понимаете? Вы нам не просто, не то, что мы вас там любим вас, не любим вас. Абсолютно. Мы хотим выжить. Это инстинкт самосохранения. Вы должны нас понять. Если чуть-чуть у вас есть хоть чуть-чуть здравый смысл. Плевали мы на вашу Россию, плевали мы на ваш ФСБ, понимаете? Мы чеченцы, подавляющее большинство чеченцев думает, как я. Не вот эти блогеры, там, радикальные, исламистские, там, разные. Ваши блогеры, это ваши, это россияне, которые помогали нас убивать. Причем семейным подрядом это все у вас происходит, у них происходит. Вам служат семьями, да, вот это хороший бизнес, зарабатывают. Вы хорошо платите своим вот этим халдеям. Только мы не халдеи, вы нам не платите. Мы выживаем. В Чеченской республике Ичкерия выживаем. Здесь, в Европе, нас больше всего, вы знаете, что больше всего беженцев сюда приезжает, чеченцев, из русскоговорящего, из постсоветского пространства. Это чеченцы. И политически вы опять предпринимаете разные хитрости, уловки, чтобы политическими нас тут не представлять. И вам здесь помогает ваша агентура и так далее. И ее я разоблачаю. Поименно, каждого, кого фиксирую, разоблачаю и сообщаю общественности. Предупреждаю чеченцев и международную общественность. Чтобы понимали, да, с кем мы имеем дело. Поэтому... Ну, вот видите, как вы кипятитесь. Ой, сошли с ума. Просто многие не видят комментарии. Вот это сообщение на проверку отправляется, которое пишет. Потому что вы здесь оскорбления пишете. Я говорю только правду. Говорю правду, что вы просто мерзавцы, подонки и нелюди. Нелюди, фашня. Самые настоящие фашисты. И за это вы обижаетесь. Так я же просто правду говорю. На зеркало не надо обижаться. Вам представили зеркало, вам рассказали правду. Не обижайтесь. Что же вы такие? Будьте чуть-чуть необидчивыми, да? Если бы не Россия, в Чечне не было бы электричества. А он тут басни рассказывает. Понимаете? Вот вы представьте себе. Если бы не Россия, у нас не было бы электричества. Мы бы ходили бы голыми и сидели бы на деревьях. Понимаете? Если бы не Россия. А Россия образовалась, как Россия, как русский народ образовался там 200 лет назад. Как русский этнос, русский этнос. 200 лет вам всего. У вас русский язык искусственный. Вы в лаптях, вы жили в лаптях, вы живете до сих пор в лаптях, да? О чем вы говорите? Какой свет? Стоп, да? Но это было мощно, да, мощно. Да. Ты под американским флагом сидишь, борец за независимость. Да, ты очень верно заметил, у тебя, я тебе скажу, есть глаза, чтобы увидеть это. Молодец. Но я борюсь не за независимость, обращаюсь к помощи, понимаешь? Есть физическая возможность человека, физическая возможность народа есть, государства есть физическая возможность. Мы сражались так, как никто никогда в истории человечества не сражался, понимаешь? Причем не только вот в этих двух последних русско-чеченских войнах. Всю свою историю мы так деремся, что весь мир, затаив дыхание, смотрит, как мы сражаемся. И потом из этого берет пример и восхищаются, и дальше идет. Мы такая академия свободы.
большому сожалению, нас осталось мало, и мы физически закончились. Вот люди, способные сражаться, человеческий ресурс, материальный ресурс, военный ресурс, у нас все закончилось. Несопоставимые силы были. Нам никто не помогал, как вам помогало, как сейчас помогает Украине Запад, Америка. Нам никто так не помогал. Близко. Мы воевали с трофейным оружием. У ваших оккупантов забирали, и вас же потом их стреляли. Или покупали, за бутылку водки меняли. И потом вас же стреляли из этого оружия. Но все имеет свой предел, свои силы физические. Ну, кроме чеченского духа, кроме вообще человеческого духа и воли. Понимаете? Вот это не имеет у нас предела. И вот я вам показываю, у нас нету сил, у нас нету оружия, у нас нету людей. Но мы не сломились, мы не сдались. И мои подписчики, мои друзья, мои соратники, единомышленники, которые и здесь в том числе, мы все вам это доказываем, что мы не сломлены. Люди, воюющие в Украине, наши люди за Украину, мы не сломлены. Поэтому мы вот этим демонстрируем. Но у нас нет сил. А силы есть у Америки. У нас есть право, а Америка соблюдает право. Не всегда, правда, не всегда нужно согласиться касательно нас. Но в остальном всегда Америка права. И я обращаюсь к Америке. Причем этот флаг появился чисто случайно здесь. Чисто случайно. Но так сложилось. И я не жалею. Я обращаюсь к Америке, обращался, но флаг появился чисто случайно, потому что мой друг его прислал, и я его вывесил. Вот такой красивый, мощный. Вы даже не представляете, какой это красивый флаг. Какой качественный это флаг. Это супер флаг, я вам скажу. Да? Мне нравится, мне нравится. И знаете, вы очень такой показательный пример по поводу вот этой обращения вам, мы поддержки Украины, обращения к Америке. Очень показательный пример. Украинцы, вы считаете, украинцы, конечно, всегда и в Советском Союзе были на самых таких лучших позициях, ну, так называемые хохлы, потому что настоящие украинцы, вы, как и нас, ненавидели всегда. И мы уважаем украинцев, хотя они нам ничего не дают. Никогда особо таких, ну, были на глубинном уровне у нас контакты украинских националистов, чеченских националистов, патриотов и тех, и этих. Но мы бесплатно, ни за что, а вы их второсортными считаете. Даже вот на самых высоких позициях, они все равно, они у вас второсортные. Вот мы вас не уважаем, русских имперцев и империалистов мы не уважаем. И вот я живой пример этому. И все мои подписчики в том числе. А украинцев уважаем. Представьте, и вам это должно быть, наверное, неприятно, что мы поддерживаем Украину. Разбитые, убитые, проигравшие, наши родственники в заложниках. Сегодня сидит какой-то украинский там деятель. Кто же это был? Кто же это был? Ну, неважно, какой-то там журналюга, который пророссийский. И он рассказывает, что вот, говорит, в Северной Корее вот их присылают сюда, а их родственники в заложниках. За 2,5, почти 3 года войны, вот широкомасштабной, а так уже более 10 лет эта война идет, я не слышал, чтобы украинские вот эти русскоязычные журналисты, пропагандисты я их называю, сказали такое про кадыровцев. Ни разу не услышал. Наоборот, сидят какие-то там выродки, такие же, как вы, и сидят, изгаляются. У них там несколько чеченоговорящих, чеченской национальности россиян в плену. Они вот их обсуждают, там, о чем-то их провоцируют. А те и русского языка нормально не знают, там несут пургу какую-то. И им это нравится, такие довольны. Вот такая вот ситуация разворачивается, когда нас считают, даже не то чтобы нас особо любят, но мы все равно уважаем Украину.
Точно так же мы уважаем Америку, которая ничего нам не сделала в большом плане хорошего такого, что вот она нам что-то делала, и мы благодарны ей. И вот вы не можете понять, почему вот так называемых для вас второсортных русских мы уважаем больше, чем вас. Америку, вот висит сзади флаг. И для вас это, наверное, вызывает какой-то диссонанс, да? А нет, все нормально. Все нормально. Так и должно быть. Своих убийц мы не любим. Путин корейцев привез для того, чтобы показать, что он достойно проиграл. Ну, посмотрим, достойно он проиграл или нет. Так, я вас немножко ограничу, потому что вы мне нисколько не мешаете. Вы мешаете моим подписчикам, которые смотрят на вас и читают ваши вот эти бредовые комментарии. Поэтому все, я вас отключаю. А что русский вам сделал, говорит Жанна Сафаян? Жанночка, ну что ты такая, а? Ты же вроде бы армянка, да, Сафаян? Армянка вроде бы. Не такая-то должна быть отмороженная. Ну что ж такое несешь? Что русский вам сделал, говорит. Я ей тут 2 часа рассказываю что-то, она несет. Ну, вообще вы интересная. Чечня, Кавказ должны смотреть на Запад. Америка любит свою прародину Кавказ. Вилли Нельсон. Отличные слова, Вилли Нельсон. Отличные слова. Россияне сапог китайский лижут. Не то слово, Максим. Очень даже. Respect from the USA. Willie Nelson. Thank you very much. Привет с Украины, Ичкерия, мы с вами. Художник, витаю вас, витаю Украина. Не поняла. Так.
Совершенно верно, Павел Белорус. Денис Федоров, отвечает Павел Белорус, какому-то Денису Федорову. Кадыров катается в массе, а не Чечня и Ичкерия. Так и в Беларуси лукавый только живет, его приближение. Да, совершенно верно. Блокнуть мовила вохо. Дейруирвазух доцек цадица. Аса, можно как-то уехать с Чечни, уехать работать в Германию? Как это можно сделать? Ну, Влад, я тебе не скажу сейчас, как это можно сделать. У меня каналов выехать оттуда нет. Но если ты сюда доберешься, у тебя есть все основания получить убежище, политическое убежище, то ты его получишь. Сейчас у россиян проблемы. У чеченцев получше дела обстоят в этом смысле. А у россиян с этим проблемы сейчас. Потому что не доверяют. Много агентуры засылается. Всех ФСБшников и ГРУшников своих Россия сюда закидывает под видом разных там беженцев. Россия специально разбомбила 4 нефтезавода плюс машиностроительные в Чеченской Республике. До войны Республика Ичкерия была очень развитая в промышленном плане, особенно нефтехимия. Совершенно верно, Россия все уничтожила в Чеченской Республике. Так. Слава Богу, их время пришло. О, смотрите, этот китайский шнырок вылез. Вы молодцы, я удивляюсь вас, россияне, да, русские. Вы такие великие, такие непобедимые. И так быстренько под Китай вы ложитесь, что даже мне немножко неудобно за вас. Да? Ну, елки-палки, ну зачем вы так? Вы же такая великая супернация. Как так вы можете сейчас прислуживать китайцам? Вы что? А как же революция? А как же свобода, там, великая Россия, там все такое. И сейчас вам коммунизм будут навязывать. Вы будете учения, кто у них там, у китайцев. Будете их учения, учения их изучать. Класс, нормально. Я помню, меня в пионеры принимали в свое время. Вспомните пионерию, у вас это тоже, кстати, еще в генах сидит. Классно. Коммунистами будете, комсомольцами. Вообще ляпота. Вернется мороженое по 3,20 или сколько по там, или по 30, по 2, не помню я, сколько у вас там мороженое, 20 копеек, что ли, оно стоило. Класс! Отлично просто. Но вы будете теперь навеки вечные. Китайский, кстати говоря, очень трудный язык, очень трудный, но он придется учить. Что делать? Китайский нужно учить. Молодцы. Так, ты зачем продался? Ответь, продался зачем? Ты, чеченцы, красавчики, но ты продался Америке, говорит. Знаете, что хорошо? Теперь вы на всех чеченцев не гоните, потому что там можно пятак получить от тех чеченцев. Это хорошо. А с Deep Purple, бантух, да, будешь тут забаненный ходить. У тебя будет зато что сказать. Меня сам Аслан забанил. Сколько у вас таких, которые можете уже хвастаться? Сам Аслан вас забанил. Крутые вы парни, я вам скажу. Жизнь научит все. Да, придется учить китайский. Ну что же, вы молодцы, да. Да я как раз давайте на этом фоне письмо я хочу зачитать, которое якобы от Шамиля Басаева. Я точно не знаю, но здесь такая информация, что вполне возможно и от Басаева, и даже нет. Поэтому, смотрите, открытое письмо чеченского командира, легендарного Шамиля Басаева, фашисту Рогозину. Избирательному сброду Родина. В последнее время в СМИ Русни избирательный сброд Родина
проводит дешевую кампанию, предлагая за меня $500 тысяч США. В связи с этим я обращаюсь к одному из лидеров сброда Родина, Рогозину. Что ж ты, мразь, так мало предлагаешь? Или у вас денежки кончились? А где 150 миллионов долларов, которые ты вместе с Лебедевым и тогдашним замминистра финансов Вавиловым украли в Московской области, обесценив их ценные бумаги через Национальный резервный банк и Инкомбанк? Где 480 миллионов долларов из так называемого индийского контракта, который вы опять же втроем плюс Потанин прогнали через офшоры на Сейшельских и Коморских островах и через швейцарские банки частично вложили в Связь Инвест? Все эти деньги у вас закончились. Если эти деньги у вас закончились, то могли бы одолжить хотя бы у Жириновского, которому за одно сидение на унитазе Саддам заплатил наличными 5 миллионов долларов. Советую тебе, жмурик, не мелочись и не трясись над деньгами, как гопсек. Без всякого уважения Абдаллах Шамиль Абу Идрис. Так, чтобы на секунду вспомнить. И вот кто для вас вот более опасный человек? Чеченец, который борется за свою свободу, и если вы к нему не лезете, он к вам не лезет и вас не убивает. Или те, кто украли 150 миллионов долларов у Московской области, 480 миллионов долларов из так называемого индийского контракта, почти больше полумиллиарда, 630 миллионов долларов украли. Кто для вас больше угроза, россиянцы? А? Вот и все. Вот у вас, какие у вас герои ваши. Саудиты, братья России сейчас. Да, совершенно верно. Это сейчас Саудовская Аравия будет радикализировать, так сказать, поддерживать легитимность чеченского, ну не чеченского, близко этого нет, это все ФСБшно-ГРУшный ислам, который нам сейчас навязывают. И будут сейчас нам рассказывать, что в чеченских школах нужно изучать арабский язык и всех чеченцев превращать в таких религиозных таких вот ученых. Вот вы к этому сейчас ведете, потому что Кавказ должен уйти из-под контроля фашистской России. И Россия уже не может держать, не хватает сил у России удерживать Кавказ. И в частности Чеченскую республику Ичкерия. Скорее всего, вот к этому все это подходит. И Россия заранее к этому готовится. И поэтому начинают рассказывать вот эти разные вещи, что мы должны быть в Саудовской Аравии, потом появится какой-нибудь арабский мулла или какой-нибудь ГБшно-арабский, саудовский ГБшный проповедник, который будет нам рассказывать, как быстро нам нужно попасть в рай. Не ждать там до 80, до 100 лет, а быстренько, вот сейчас, быстренько переместиться в рай. Причем этот сам проповедник будет, ну, годов так, лет, наверное, 70-80, обязательно один глаз у него косой должен быть, или ничего против косых не имею, но или безглазый он должен быть какой-то, он постоянно так у него бывает какой-то. И причем он сам будет лет 80. Почему он до сих пор в рай не уходит, непонятно, да, до 80 лет доживает, всех призывают к раю, а сам почему-то в рай не спешит. Очень странно, конечно. Либо он такой благородный человек, что он хочет как можно быстрее больше людей отправить в рай, а сам задерживается в этом грешном мире, либо просто он сука, извиняюсь, конечно, проповедническая, которая работает на то, чтобы людей баламутить и посылать их убирать. Да. И да, это очень показательно, что Саудовская Аравия с вами дружит. Это очень показательно, что вы ее называете, что вот эти Хамас, Хизбалла, ваши друзья, тоже очень показательно. Очень показательно.
Русские бабло через Саудию переводят, а там хранят везде, банят банки. Ну, наверное, ты путаешь. Речь тогда идет не о Саудии, а о Арабских Эмиратах, ты, наверное, говоришь. Уже Саудии тебе тоже плохие. Почему тоже? Почему уже? Саудия это никогда не была для меня хорошей. Вот эти деятели, которые своих критиков расчленяют, для меня никогда не были симпатичными. Но до того, как они журналиста Хашогги расчленили, до этого я относился, я скажу так, к Саудовской Аравии соответственно, так как во время геноцида вот эти все братья-мусульмане почему-то забыли, что они братья-мусульмане. Поэтому это было очень важно понять. И сейчас, знаете, нам, чеченцам, уже никто не докажет. Это раньше можно было нам рассказывать, нас обманывать о том, что мы какая-то исламская умма, что если заболит палец, то все тело должно отдаваться там, я не знаю, ознобом, температурой, там, все должны стать как единый монолит там. Мы сами готовы были что угодно ради кого угодно делать. А потом мы сейчас посмотрели, анализируем и приходим к выводу, что да пошел этот мир к чертовой матери, если этот мир так плюет на нас. В том числе вот этот арабский мир или этот так называемый мусульманский мир. Не существует никакого мусульманского мира. Есть люди, которые манипулируют и используют мусульман, которых 2 миллиарда на этой земле, в своих корыстных целях нас используют, прикрываясь нашей верой, Кораном, прикрываясь. И я пытаюсь объяснить людям, особенно чеченцам, да и другим кавказцам, мусульманам, чтобы они понимали, что это все обман, как был обман в коммунистическое время, сейчас в нынешнее время, все всегда обман, нас используют и манипулируют. Нету никакой исламской какой-то единой уммы. Да, есть мусульмане, больше всего на земле мусульман, 2 миллиарда нас. Но никакой уммы, которая там едина и неделима, этого нет. Мы это поняли. Поняли не потому, что там где-то у нас какие-то войнушки с Россией произошли, а поняли потому, что происходил тотальный геноцид, уничтожение чеченского народа. И вот эти деятели, вот эти все лидеры, так называемые, они наплевали на нас полностью. Поэтому мы, соответственно, также им отвечаем. И разоблачаем, чтобы чеченцы не велись на эту ложь, пропаганду, обман, что есть какая-то там единая умма, которая нам придет на помощь, а мы должны ей прийти на помощь. Нет, мы должны сами себе помогать. Сами себе. Есть национальный интерес у каждого государства, и каждый народ, национальность, нация, государство преследуют национальные интересы. И мы должны быть, соответственно, такими же. Мы должны преследовать свои национальные интересы. И нужно сперва объяснить это чеченцам, надо им донести. У меня уже много чего получилось, к счастью. И дальше продолжать в этом направлении. Призываю всех также продолжать в этом направлении действовать, потому что это очень важно. И в конечном итоге мы, в общем, нация наша придет к пониманию, и мы тогда поймем, как нам действовать, и тогда у нас будет успех. Тогда мы поймем, что мы должны работать на себя, не на какие-то там фантомные там вещи. Но нам сейчас готовят, вот русские построили 1400 мечетей, дворцов целых понастроили, больших, малых. И нас делают вот сейчас очень религиозными. Причем религиозными нас делают те, которые ради России убивают нас самих. Ради того, чтобы Россия платит им деньги, дает им команды, они нас убивают. Причем самым жестоким способом.
ФСБ и вот их агентура нас убивает. И сейчас они нам будут рассказывать, что они строят какое-то исламское чеченское государство. Отсюда Ахмед Закаев под видом ичкерийца, Руслан Кутаев под видом ичкерийца. Это оборотни, которые прикидываются ичкерийцами. И чеченцы, наверное, тоже. Руслан Кутаев точно не чеченец. Сам он прямо говорит, сомневаюсь, что и Ахмед Закаев чеченец, но точно не знаю. Поэтому, и разные слухи ходят. Они сейчас вернутся, объединятся, а для того, чтобы этот проект был жизнестойким, для того, чтобы чеченцы шли умирать, понимаете, нужно, чтобы чеченцы шли, это не просто создается какой-то проект, и в этом проекте никто не подчиняется. Все как из-под палки, как жили из-под палки, вот так и находятся из-под палки. Так не работает. Особенно с чеченцами, да, и с другими тоже. Нужно, чтобы мы поверили в это. Понимаете, что вот у нас независимое исламское государство, и вот тогда чеченец пойдет, и на смерть пойдет, и на что угодно пойдет. Если мы верим в что-то, а мы как большие дети, если мы что-то сильно верим, то мы в это верим фанатично в это дело. И именно поэтому нас Россия не может победить, потому что мы стоим на своем. Даже оккупировав нас, убив 30% наших людей, все равно Россия не может нас заставить, и приходится ей с нами считаться. Она не может заставить нас отказаться от своего. Вот то, что мы верим. Чеченскость нашу религию, и все остальное. Поэтому нужно сделать так, чтобы это все произошло естественно. Что вот отсюда возвращается Ичкерия, якобы Ичкерия. Никакого отношения к Ичкерии они не имеют, кроме фантазийного. И собираются, и там объединяются, договариваются, у них оружие есть, деньги есть, все, мы братья навек, там все, мечети есть, все, давайте мы теперь будем всем кафирам объявим войну. Может даже там напасть на русских, это тоже у них практикуется, у ФСБ. Взрывы домов в 99 году, вы тоже прекрасно знаете, как русские убивают русских, и все нормально, русским это нравится. Они русские, простые люди, я имею в виду русские, они даже это оправдывают. Если бы тогда не взорвали вот эти дома, и потом еще метро, вокзалы, что там, вокзалы, троллейбусы, что только не взрывали тогда ФСБшники, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев. Поэтому, когда русским вот это говорил, другие русские говорят, если бы тогда не взорвали бы, не убили бы вот эти дома, не взорвали бы ФСБ, то жертв было бы еще больше. Понимаете? Поэтому русским нравится, когда взрывают, очень нравится, они кайфуют от этого, они гордятся своим ФСБ, своей властью, когда их убивают. Поэтому, может быть, кадыровцы или алаудиновцы или какие-нибудь другие взорвут, убьют еще немножко русских, чтобы показать, что они на самом деле против русских. Это вообще без проблем это делается. И вот таким вот образом дальше нужно создать уверенность простых молодых пацанов, парней чеченских, что они на самом деле служат своей стране, своему народу и своей религии. Вот тогда он готов выполнить любой приказ, который ему поставят. Там провести теракт где-нибудь в Берлине. Готов. Провести теракт там где-нибудь там в Вене. Всегда готов. Вот это они будут набирать таких людей. Они здесь даже могут, здесь в Европе они зомбируют людей и могут найти какого-нибудь убийцу. Но это не массово. А массовость там в принципе не нужна. Есть один исполнитель, он сам жертва, он сам будет уничтожен. А вокруг там сотни, если не 1000 человек, его ведут, вот этого одного, который пойдет совершить этот акт. И они таким вот образом собираются. И моя задача, заранее предупредив свой народ, чтобы этого не произошло. С чем я, в принципе, успешно справляюсь. Хоть и очень много против меня
ведется работа, чтобы я не мог доносить информацию до людей. Ну, давайте перейдем к вашим комментариям, друзья, а то я слишком заговорился. Это все нужно сказать, чтобы чеченцы, во-первых, это услышали. Я всех чеченцев призываю и всех кавказцев призываю, чтобы то, что я говорю, распространяйте. Если вы не можете распространить видео, то хотя бы рассказывайте об этом. Рассказывайте друг другу, что вот нам это все готовится, чтобы потом не попасть в эту вот яму и лет еще на 10. Вот как сейчас мы там в Сирии попали, где мы там еще попали, да и в самой Ичкерии мы там Иерусалим брали, еще мы что брали на словах, на гитаре, и потом всю Ичкерию потеряли в итоге. Да? Поэтому давайте будем готовы ко всему. Предупрежден, вооружен. Кутена юхвален вол закина хи шаш нохче хигор бумуатта чогал бойла. Да? Да. Но вай ад ай ишкере либир бохон. Вай ад ай юга либир уша. Да, не на время только. На время. Рано или поздно люди понимают, народ можно обманывать. Малую часть народа, как-то, может быть, я не точно процитирую, но приблизительно. Малую часть народа, небольшую часть народа можно обманывать долгое время. Весь народ можно обманывать небольшое время. Но весь народ обманывать долгое время невозможно. Поэтому рано или поздно, конечно же, станет известно. Но нам больше попадать в эту колею, и сейчас они там заготовку, вот то, что они приготовили, что там мы будет каким-то новым сектором газа, который будет угрозой там для региона, потом весь мир соберется, а нас ведь тоже никто не будет особо там церемониться с нами, правильно? Весь мир соберется и так расхерячит все это, что никогда уже чеченцы просто себя не смогут прийти. А разные Алаудиновы, Кадыровы, Закаевы, Макаевы, они все останутся. Они сбегут, у них свои там гарантии, там они-то служат на России, их прикроют, сделают им операцию пластическую, поменяют документы, дадут денег, третье, десятое, и все. У них все нормально, а народ опять попадет. Поэтому нам больше попадать. Но лет 50 еще точно нельзя, потому что мы можем не выжить просто как нация, просто закончиться можем. Поэтому нам нужно сохраниться, выжить. А для этого мы должны быть сейчас готовы и не дать себя снова использовать. И вот в новом миропорядке, самое еще важное, не только даже то, что они вот сектор газа создадут и будут нас использовать, а еще важно то, что создающийся новый миропорядок, в который мы просто не попадем, не станем частью этого нового миропорядка и не станем частью субъектными в этом новом миропорядке. Если мы не будем иметь права на уровне других государств, то считайте, вот как это с ООН по сегодняшний день, сколько уже, 80 лет, да, 70 лет, 70-80 лет уже существует ООН. И еще лет 100, а если не 200, создастся новый миропорядок, и все, можно забыть на лет 100 тогда о создании своего государства. Это катастрофа для нас. Это катастрофа. Нам так нельзя. У нас есть правовые все основания, все это имеется. И они, вот враги, хотят, чтобы этого не было у нас. Но своего государства. Как-то так. Так, давайте почитаем в YouTube ваши комментарии. Почему я тут не вижу комментарий, а тут вижу? О, появились.
Алейкум салам. Асан, как прокомментируешь то, что вчера в Чире обстреляли колонну военных? Там есть, кстати, погибшие. Ну, это не военные, алейкум ассалам, абрек, а оккупанты. Давай правильно называть людей, которых обстреляли. Я считаю, что это то, о чем я вас предупреждаю, что это эскалация происходит, и эта эскалация будет усиливаться. Вот она будет вновь и вновь усиливаться. Для того, чтобы сейчас создать такую напряженность на Кавказе, я считаю, что это выгодно российским спецслужбам. Я так считаю. Чеченскому народу это сейчас абсолютно невыгодно, и сейчас это не нужно. Почему эти бойцы, которые вот сейчас в Ингушетии появилась группа, показывают, по крайней мере, сейчас в Чечне вроде там есть там и так далее, говорят, почему они не делали этого, 2-3 года, 5 лет назад, 10 лет назад? Почему сейчас они это начали делать? А это делается для того, чтобы сейчас будет эскалация, сейчас будет религиозный вот этот угар, и потом под этот вид там произойдут изменения, и создастся новое исламское государство в Чеченской Республике, которое затем потом будет уничтожено. Но сперва это нужно русским, чтобы в новом мировом порядке у нас не было своего государства. Поэтому я вновь и вновь призываю. Нохчичуа, галгачуа бие, и Дагестания бие, шенлуча бие. Нохчичуа мабиетуам, капачалк, йолшью. Вай пачалка, Бог больше юридически, Бог больше вай пачалка, йолшью, вай даватина, Бог мах уабильнан. Хинц аж дешнега, аж яшега, вайн зихир долж. На 2-3 шага вперед, аж вайн зихир долж. Мабай, нохчичуа, маях, ищал движение. Надо Дагестане, вокичана, масана тикш биет эмш, и Россия юшун. Тига биет вам нохчичуа, маби. Шаш Бог ола нохчан сагаттештала. Вот и Алдухса, если вы 10 лет сидели, никого не убивали, ничего не было, а сейчас активизировались. А сейчас это нужно для того, чтобы у нас не было своего государства. Вот к чему хотят нас подвести под благовидным предлогом, что, конечно же, оккупанта нужно убивать, нужно сражаться там и так далее, и так далее. Я, например, занимаюсь тем же самым. Я такой же маджахед, как и вы все, кто воюет, если вы реальные маджахеды. Я такой же маджахед. Также продвигаюсь репрессиям, также меня пытаются убить, также моих родственников там пытают и так далее. Ваши лица-то еще не видны, мое лицо все открыто. И вы-то можете там где-то затеряться, как тысячи вы затерялись после войны. Вот русско-чеченской войны, мне затеряться некуда, да, поэтому я говорю это не спрятавшись где-то, а прямо говорю, я против того, чтобы сейчас в Чеченской Республике Ичкерия велись какие-то боевые действия и нападения. Это нужно, выгодно оккупантам и там, может, кому-то еще. Мне это не интересно. Я знаю, что это невыгодно чеченскому народу. Хотите воевать? Идите в Дагестан воюйте, идите там в Осетию воюйте, в Ингушетию воюйте, где угодно. Чеченская Республика Ичкерия суверенное, независимое, временно оккупированное, демократическое, правовое государство. В ней сейчас война нам не нужна. Но за 10 лет вы ничего не делали, сейчас вроде бы какие-то силы появились, какие-то там что-то движения, начинают нам эти сказки рассказывать. Для того, чтобы ввергнуть вновь чеченский народ в огонь. Я категорически с этим не согласен и осуждаю это. Кто делает. Если это, конечно, настоящие действующие какие-нибудь там партизаны, реальные, независимые. Это вы сейчас действуете вовремя. И мы должны стратегически посмотреть на это все. Нам нужно, чтобы чеченское государство стало независимым и свободным. Салам всем свободным людям. Салам, Аслан. Вопрос. Я слышал, что в оккупированной Ичкерии на каждом шагу спортзалы, мечети. Мечети это хорошо. А сколько школ на национальном языке? Аслан, хочу добавить к сказанному. Ты знаешь, что такое Махмуд Аббас, представитель Палестины? Он очень хорошо говорит по-русски, учился в Москве и жил в фашистской Российской Федерации. И доллары получает от фашистской Российской Федерации. Все пусть думают. Да, это совершенно верно. В Чеченской Республике Ичкерия строятся мечети и спортзалы. Больше ничего там нет. Нужно, чтобы КГБшные муллы
или какие-нибудь там саудовские муллы управляли мозгом, мышлением чеченцев, и они были физически крепкие, для того, чтобы их использовать и вот на разные всякие там шахидские операции, так называемые, там еще на чего-то. Но никто не думает о том, чтобы человек получил образование, чтобы развивался и так далее, и так далее. Чеченский народ фактически находится на грани исчезновения полностью. И нужно чеченцам сейчас собраться. Как мы потери никто не понес. Мы должны это все понимать. И надо собраться и очень аккуратно пройти вот это время. Вот это опасное, турбулентное время, я его называю. Так, Евгений. Приветствую тебя, Евгений. Давно тебя не было в чате. Ассаламу алейкум, ассалам. Алейкум ассалам. Шалом, Израиль. Может, Вова пригласил северокорейцев в надежде, что они снизят популяцию бродячих собак РФ? Блюдо из собачьего мяса в корейской кухне деликатес, а с едой в Северной Корее туго. Да, Жень, вполне возможно. Хава Гапурова. Интересно, как мыслят русские, если человек любит свой народ и говорит, откуда идет опасность на них? Такой человек сразу под Америкой. А русские патриоты, которые любят свой народ, тоже под Америкой. Вы просветитель для своего народа. Спасибо, Хава, спасибо. Да, совершенно верно. Русским можно любить Россию, русскую березоньку и все остальное, а другим нельзя. Ты фашист, ты бандит, тебя нужно убить. Это чисто по-русски. Ну, Абрек, ты сейчас повторяешь ГБшную пропаганду, и тебе эта тема была нужна, да, чтобы обсудить. Ты там начал с этого, переходишь к этого. В принципе, ФСБ никто сообщает нам Абрек в Чечне. Их статус не так уже высок, как у тех же кадыровцев. Представьте себе, Абрек так поплыл он. У кадыровца есть своя армия, состоящая из 100 тысяч головорезов. Говорит, да, есть своя армия, есть, у нас есть свои спутники, свои там аэродромы, своя таможня и все остальное. Абрек, ты лжешь откровенно, нагло, неприкрыто лжешь. У Кадырова нет армии. Это русский ФСБшный нарратив, что у Кадырова есть армия. Есть Росгвардия, которая подчиняется золоту, соответственно, России. И есть там военные, которые подчиняются сейчас, кто у вас там, министр нападения. Ну и так далее, и так далее. У Кадырова нет своей армии. Ты наглый лжец. И повторяешь российскую пропаганду. Ну, я тебе скажу пример, вот статус, матус, там, наверное, если ты со Стечкиным ездишь на Галенвагене, там, высунув там Rolex в окно, то, наверное, это и есть для тебя статус, в твоем понимании. Может быть, ты просто необразованный просто человек, поэтому ты может, не лжешь, ты просто в меру своего восприятия этого мира узкого понимаешь эту ситуацию. Поэтому, может быть, ты не лжец, просто тупой, необразованный. Это тоже возможно. Но дело в том, что статус заключается не в этом. А статус заключается в том, а я тебе приведу пример, как ФСБ убивало людей. Например, есть полк Ахмада Кадырова 2, например. Там в 2016 в конце, в начале 2017 года командир у них там, полк имени Кадырова, Ахмада Кадырова 2, был командир Аслан Ирисханов. Вот этот Аслан Ирисханов получал указ от ФСБ, кого задерживать. Они задерживали, это вооруженные силы ФСБ, вот этот полк имени Ахмада Кадырова 2, второй полк имени Ахмада Кадырова, задерживали молодых людей. Их долго пытали, в конце 16-17 задерживали, долго их пытали. Их несколько сот было задержано, 100 человек было казнено, убито. От тел от них избавились, это задерживали тех, на кого указывала ФСБ. Потом в этот полк приезжали ФСБшники, там ночевали, дневали, находились, допрашивали этих людей, кого им нужно.
кого нужно, им нужно было, им, вот этим задержанным, пленным, заложникам, предлагалось написать бумагу о том, что их отпускают, и подписка о невыезде. Они подписывали подписку о невыезде, их заводили в соседнюю комнату, там убивали, душили, одного застрелили, или двоих застрелили, остальных задушили вот этим альпинистским канатом. Это только вот один эпизод, который нам один из бойцов этого полка рассказал, выехав сюда в Европу, Сулейман Гизмахмаев. Они казнили этих людей, их документы отправляли, и телефоны отправляли в Сирию, и оттуда они отправляли смски, и что мы там воюем, и так далее, на джихаде там, и так далее, и так далее. И в итоге получилось так, что всем этим контролировалось, управлялось ФСБ. Да, у Рамзана Кадырова прямой выход на Путина, ну, может, не очень прямой, там немножко кривой, но выход на администрацию президента. Кадыров Рамзан немножко приближен, в отличие от другой агентуры. Главными, самыми главными на России являются ФСБшники. Это их страна. Они на протяжении 100 лет убивали этот советский, русский, там, какой попадается им народ, для того поколениями. Из поколения в поколение они передают эту власть. И вот сейчас они хотели стать неодворянами, но теперь станут неопекинцами, да? Неокоммунистами станут. Поэтому вот эти вещи нужно знать, а не писать чушь вот здесь, понимаешь? Без оскорблений. Не, я не то, что оскорбление, я тебя вообще видеть и слышать не хочу, понимаешь? Культурно, некультурно, ты чушь несешь самую настоящую, что статус, мацус, армия, 100 тысяч, ты чисто ФСБшные нарративы повторяешь. Поэтому тебе здесь не место. Либо ты тупой, либо ты ГБшный, да? Ни этот на моем канале не приветствуется, да? Вот так действует ФСБ, так они работают, и ФСБ является главными убийцами и главными над Кадыровым, да, поэтому тебе это нужно знать, тебе нужно знать. Мустам, пока, Алцевох. Так, шалом, Асан, все будет Ичкерия. Шалом, Ян Манзо, шалом. Хочу добавить, в фашистской Российской Федерации в каком институте преподают историю Чечни? А вот у нас в Бостон университете преподают историю Чечни. Круто, я не знал. Наверное, именно поэтому был выбран Бостон в качестве нападения братьев Царнаевых, совершения террористического акта. ФСБ был выбран именно, наверное, поэтому. Именно Бостон. Да, невероятно, конечно. Невероятно. Асан, какое мнение о сходнике БРИКС? Какие-то перспективы для экономики агрессора? Евгений, ну я, конечно, небольшой специалист, чтобы особо разбираться, но я считаю, что это вызов для Европейского Союза, это вызов для западной цивилизации. Мне кажется, да, это некоторые там слишком, да, это туфта, ерунда. Я не считаю, что это что-то большое, что-то из этого вылезет. Но я не могу сказать, что это полная ерунда, на мой взгляд. И то, что северокорейцы зашли, тоже нельзя сказать, что это полная ерунда и так далее. Я считаю, что это не все так безоблачно, скажем так. Безоблачно. Вот если кратце, и особо не могу ничего сказать, потому что не особо разбираюсь в этой теме, не следил, если честно, вот за этим БРИКСом. Но я думаю, что это не просто так все. Не просто так. Пусть станут неопекинцами, когда они вспомнят, что они русские, их в концлагеря отправят. Да, кстати, на исправительные работы, как уйгуров.
Абрек, вопрос тебе. У тебя хороший ник. А что значит абрек? Как ты думаешь, Баркал? Ну, он уже не сможет тебе ответить. Это я его забанил. Вот эти деятели мне не интересны сейчас. Так. Так, Мустат, пока целом сега принять. Уже стрим навел щу, я еще минут 10 посижу и закрою. По мне, БРИКС полная ерунда, ничего не изменить. И помогать России никто не будет. Это опасно самим странам. Ну, Алаш, я так не думаю. Я не то, чтобы России там помогать России никто не будет. Ну, я здесь с тобой не согласен. Северокорейские войска зашли. Они зашли только с разрешения Китая. У России есть артиллерийские снаряды. Помните, снарядов не хватало, голод, там, снарядный голод, там, 3-10. Все, об этом больше они не говорят. Значит, поступает. Значит, все это время Китай, который говорил, что он не при делах, значит, он помогает. И северокорейцы дают эти снаряды, дают, и все остальное. Поэтому это только что касается военной составляющей. А так, мне кажется, что и экономическая, и другая блокады, и санкции, они не настолько эффективны, потому что, ну, через Китай все это завозится, все и с Европы заводятся, и, ну, Саудовская Аравия, говорю, Арабские Эмираты, там деньги хранятся, тот же, например, Cybertruck, например, или Cybertruck, который от Теслы, он у Рамзана Кадырова оказывается. Ну и такие вот эти вещи, которые по каким-то каналам все это доставляется, если у вас есть деньги. Да, это дороже обходится, чем это было, но нефть не подешевела, доллар не подорожал, рубль не упал. Вот система Россия держится, пока у нее есть возможности, ресурсы. Народ, конечно, нищает, народ, он никто, они, если бы там исходить из того, что уровень населения в России, уровень жизни понизится, русские будут недовольны, там, 3-10, на это рассчитывать не приходится, и поэтому российская власть абсолютно безбожно эксплуатирует свой народ, посылает на мясные штурмы, объедает его, обворовывает его. И сейчас будет страшная инфляция в России, потому что вот эти деньги, которые они выделяют и военным, 3-10, это все они печатают эти деньги, откуда-то же они эти деньги берут, значит, их печатают. Поэтому, конечно, все будет плохо. Но сейчас пока относительно и неплохо у России держится, точнее, плохо, но пока держится. А если сейчас они лягут полностью под Китай, и Китай и северокорейцев пришлет, и там и технологии пришлет, и деньги пришлет, ну тогда все изменится. И Россия может выжить просто, и не случится того коллапса, которого все ждем. Поэтому посмотрим, как будет. Китай заберет Урал, там много полезных ископаемых. Да, именно вот в обмен на то, что Путин сдает Россию, территорию России, за это вот и пришли северокорейцы уже открыто. Все же теперь понимают, что это сделал Китай, их послал туда. Понимаете? И я думаю, что да, заберет и Урал заберет, и много чего заберет. Однозначно и 100%. И просто так Китай не пошел бы на это обострение с Западом, с Америкой. Ну вот мы сейчас двухполярный мир, он будет жестко разделен, мне кажется, и может Дальний Восток, Урал, Сибирь, вот эти части отойдут Китаю. А вот эта европейская часть России, да кому она нужна?
Вот если Сибирь, там Дальний Восток, все там, где все полезные ископаемые, там находится. И все это уходит к Китаю, то от этой европейской части, к черту, она сдалась кому. Посмотрим, будем наблюдать. Забрали Восточный Туркестан и дальше пойдут. Пойдут, пойдут. Вот это вся евразийская или, может быть, только азиатская до Урала, это все может стать китайской. И вот, да, к этому, кажется, и идем. Экономику Китая держит здесь крупная компания Запада. Если Америка захочет, он может в любое время отозвать, и все рухнет в Китае. Ну, в том-то и дело, что слишком много и у Америки будет завязка с Китаем, потерь будет и у Америки, поэтому просто так это все не произойдет. Посмотрим. В каких учебных заведениях фашистской Российской Федерации преподают историю Чечни? У нас в Бостоне, Бостонском университете преподают историю Чечни. Да, это ты уже писал, сказал, нигде в фашистской Российской Федерации историю Ичкерии, Чечении не преподают и ни в коем случае. Они лютой ненавистью ненавидят чеченцев, это у них такая естественная нелюбовь к нам у них такая. Да, это очень круто, очень круто. Интересно было почитать, о чем они там пишут в этих своих учебниках в университете по истории Чечении. Так. Эти про любимые свои вспоминают, да, ЛГБТшные темы, да. Так. Да так ты задай какой-нибудь вопрос, вот тут пишешь ни о чем просто. Да, Рашка становится колонией Китая. И они так естественно полюбили Китай, вы обратили внимание? Все в едином порыве полюбили Китай. Ну вы молодцы просто, я вами горжусь. Китайцы, Лео. Китайцы, я вами горжусь. Да? А что у нас так упали просмотры? Что случилось? Да? Что вы там нахимичили так резко? Да? Да вообще вы такие красавчики, да. Да, уж. Салам Асан, как вы думаете, шандарахлят ли все же израильтяне по Ирану и что там потом будет? Салам. Ну, я не могу сейчас сказать, если честно, я особо не знаю. То, что Израиль должен довести начатое до конца, в этом я уверен. А то, что когда он это сделает,
Как он это сделает, не могу пока сказать. Нет пока никаких. Я вообще не особо слежу вот за этой ситуацией, что вот происходит. Так, вижу то, что там на русскоязычных пабликах об этом говорится. А так дальше особо не вникал. Что-то будет, да, что-то будет, я назвал. Что-то точно будет. По мне, Китай больше хочет распада России, чем Америка. Ну, не знаю. То есть вы еще удар по Ирану. Ну, я это не исключаю. Я это не исключаю. Если не решить вопрос как-то с Израилем, то есть Израилю с Ираном, то это будет снова какой-то пороховая бочка снова. Опять будут нападения на евреев, опять будет убийство евреев, опять геноцид будет евреев. Поэтому если начали, нужно это доканчивать. Я думаю, что мы погружаемся вообще, весь мир, я думаю, погружается в вот эти глобальные крупные войны, и будет большая заварушка. И потом уже будет новый миропорядок после всего этого. Возможно, погибнут миллионы людей. Может быть, десятки, может быть, сотни миллионов. Даже если будет ядерная война. Аса, как ты думаешь, в каком году японцы заберут Камчатку, Дальний Восток? Я не говорю уже про Курилы. Ну, Эд, хорошие вопросы ты задаешь. Если все пойдет удачно, то я думаю, в течение до конца 20-го вот этого второго десятилетия, я думаю, Курилы японцы получат себе. Я думаю так. Посмотрим. Россияне сами не живут и другим не дают, говорит Ян Ваназон. Знаешь, Ян, как сказал Шамиль Басаев, я процитирую его, извините, конечно. Россияне, русские сами живут по горло в дерьме и пытаются затянуть туда всех остальных. Вместо того, чтобы вылезти оттуда, вот они этим занимаются. Вот приблизительно, что сами не живут и другим не дают. Так. Ты знал, что Ванга сказала, Россия будет лидером, говорит Нариман. Ну, если Ванга сказала, то, конечно, а если Ванга сказала, это другой вопрос. Она же, кстати говоря, КГБшницей была, да, делала то, что нужно КГБ делать. А так лидером, почему? Россия сейчас лидер. Лидер по смертности, лидер по алкоголизму, лидер по авариям на автомобильных, вот, ДТП. Ну да, очень много так-то, да, молодец, в принципе. Россия лидер. Лидер по коррупции, лидер по убийству, лидер по лжи. В чем Россия не лидер? Всем негативном, всем отрицательном Россия лидер. О чем вы говорите? Вот такие вот дела. Ну, что-то вы сделали с моим каналом, потому что так вначале все начиналось, а потом раз, и когда я вас заблокировал, вы мне что-то тут сделали. Ну, молодцы, вы, главное, не сдавайтесь, я тоже не буду сдаваться. И вы боритесь с моим каналом, боритесь и поборите дело. Лидер по наркоманам, да, совершенно верно, Алаш, по алкоголизму, по наркоманам, по всем, во всем, да, лидер. Как интересно, лидеры РФ, Северной Кореи, Китая так подружились, подобное притягивает подобному. Русские не видят, куда я затягиваю. Неужели они хотят жить как там? Да им все равно, им все равно. Им вот сказал Владимир, красное солнышко, вперед, вот они идут. Причем люто ненавидят, а когда он умрет, они его будут так проклинать, так на него гнать, так его и так далее, что...
Но, скорее всего, вот как Эд написал, по Уралу Россия разделится, часть Сибири. Я думаю, что Великобритания и США, которые имеют свои долгосрочные контракты там по газу, по нефти, где-то там в Сибири, еще где-то, они свое Китаю не отдадут, и Китай на ихнее претендовать не будет, потому что, как тут верно было сказано, оборот с Америкой, у Китая экономический оборот очень большой, поэтому Китай не будет так прямо рамсовать. Но Россию дербанят, может быть, совместно с Китаем дербанят, тоже возможно. Кстати говоря, это очень интересная версия получается. Если, например, северокорейцы, которых позвал Путин на помощь, идут туда по зову Путина и с разрешения, с одобрения Китая. И затем Китай с американцами, например, уже поделили эту Россию. И хоть нам сейчас рассказывают, что Зеленский говорит, что 27-го они вступят. Ну, что вступят? Ну, 10 тысяч человек. Каждый день по 1000 человек он рассказывает, что они там набирают, нанимают там и так далее. Вся Россия сейчас работает на эту войну и так далее. Да, конечно, это другая страна, эскалация и так далее, но если северокорейцы не зайдут на территорию Украины, а будут в Курской области, например, то это фактически без разницы для мира, для международного права. 10 тысяч или там 3 тысячи говорят, потом 12 тысяч говорят, по-разному цифры сообщаются. Это, вот 1600 убитых и раненых за прошедшие сутки русских террористов. 1600. Ну, сколько вы считаете, если это будет там на 10 дней боевых действий, на 5 дней, на неделю для украинской армии это все. Поэтому это не то, чтобы какая-то там мощная сила, но да, эскалация идет. Я думаю, и Южная Корея начала реагировать, что она будет готова помочь там Украине и так далее. Ну, посмотрим. Следующий год будет решающим по ходу этой войне. По-любому Украине не дадут проиграть. Да, Украине, Алаш, не дадут проиграть, и следующий год будет очень важным. Я думаю, и этот год еще не закончился, еще несколько месяцев, которые могут нас и весь мир очень даже еще потрясти. Но можно сказать, что ядерное оружие Путин применять не собирается, если северокорейцев к себе приглашает. Ядерное оружие применять он не собирается. Хотя не собирается как от своего имени, под своим флагом применять. Это можно применить под флагом там каких-нибудь исламских радикалов, каких-нибудь там русских националистов, или, русские националисты сразу подумают на них, как будто кого-нибудь другого задействовать для этого. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что будет. Есть такой экономист, Лившиц, живет в Литве. Смотрю его, все его прогнозы сбываются. Ян, а ты его правильно фамилию написал? Липшиц? Надо будет посмотреть, что это за экономист такой. Может, по-моему, я знаю, о ком ты говоришь. И, я видел, но в очках он, да, такой? Посмотрим. Посмотрим, что будет. Он тоже, как и ты, иноагент. Ясно. Ну, и знаешь, вот я читал там один пост, там указываются иноагенты, там 3-10, они отсудили там через ЕСПЧ там денег.
ну, решение вынесли в их пользу. Еще ничего они не отсудили пока. Так вот, большинство, на мой взгляд, там они абсолютно не иноагенты. Обычные ГБшники там собрались. Да? Поэтому иноагент это еще тоже иноагент иноагенту рознь, как говорится. Алейкум салам. К сожалению, в Украине очень много коррупции. И это значит, что агентура ФРФ работает. И работа против них пока слабая. Но наращивается, и есть уже проекты закона в военное время. Отлично, Эд. Вот это самое главное. Если Украину не зачистить от этой гибни, то агентура российская, это просто катастрофа. Вот меня что беспокоит больше всего, знаешь, когда у тебя есть опыт, то это пугает, да? Потому что я просто видел, как из нашего сопротивления просто оно во вред стало нашему народу. Вот это сопротивление, это наши защитники, герои, которые вот их начали использовать так, причем под благовидным предлогом, там очень как бы полезно, что в итоге мы вред начали сами себе приносить, начиная там от самого верха до рядового. Вот до чего довели. Все, кто был честный, он погиб, который не продался. А агентура, не все, конечно, погибли, но многие, почти все. А агентура, она даже в самом гуще событий находилась. Потом с медалями они Ичкерии были. А потом они раз и с Россией. И все, и нормально у них. Вот как-то так. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Это я уже читал. Ассаламу алейкум, ассалам. Игл 05, это Дагестан. Орел Дагестана зашел, да? Ассаламу алейкум, аслан. Ну, алейкум ассалам. Почему ты хвалишь Басаева? Ведь он был террористом, убийцей, захватывал роддома и школу в Дагестане. Ему точно гореть в аду. Ну, во-первых, такому подхолопнику, как ты, лижущему пятки России, не судить, где гореть и что делать на том свете. Ты подхолопник, ты знай свое место. Ты есть холопы, а ты под ними. Поэтому ты место знай и голос не повышай, когда здесь пишешь такие вещи. Ты говоришь, был убийцей, захватывал роддома. Роддома захватывал твой Путин и твои дагестанские военные, которые пришли с войной на чеченскую землю. Так, чтобы ты понимал. Это не касается ни аварцев, ни лезгин, ни даргинцев, ни другие народы Дагестана. Это только те, кто с оружием пришел на нашу землю. После того, как ваших женщин, детей, военнослужащих взорвали ваши русские спецслужбы. Вы подхолопники все. Вы все подхолопники. Басаев не захватывал роддом. Басаев со своими товарищами захватил целый город Буденновск. И полностью держал этот город. Потом уже со своими ранеными отошел в самую большую больницу в Ставропольском крае, Буденновскую эту больницу, на окраине этого города Буденновска. И там с правой стороны в этом находится родильное отделение. В огромнейшей больнице находится родильное отделение. После штурма всех роженец, всех детей, младенцев Басаев выпустил. Это так, на минутку. Твои ублюдки, твои российские ублюдки, перед тем, как Басаев туда пошел, за 10 дней, по-моему, за 2 недели до этого убили 12 членов семьи Шамиля Басаева. Его сестру, его племянницу, его дядю и так далее. То это так, чтобы ты понимал, кто террористы, кто и так далее. Если бы ты был бы человеком, свободным человеком, которым должен быть дагестанец, любой кавказец, то ты бы себе 0,5 не поставил бы номер.
И орла можешь убрать с этого, потому что орел, он свободный и летает в небе. А 0,5 это холопы, которым русские как на зоне дали номер. Понимаешь? Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. По поводу Беслана еще. Беслан, школа Беслана, да, это был акт отчаяния, но детей в этой школе Беслана ты можешь спросить у матерей и женщин, которые создали «Правда Беслана», по-моему, сейчас они потом еще «Симулякр», по-моему, говорят, создали, похоже на него, но не могу путать. «Правда Беслана» или «Голос Беслана» там. Сейчас могу запутаться. Которые выходят в майках, выходили в майках «Путин палач Беслана» с надписью на груди «Путин палач Беслана». Европейский суд по правам человека присудил им деньги и назвал виновными в убийстве заложников в Беслане российскую власть. Это, чтобы ты понимал, это твои хозяева, ты ж холоп, вот твои хозяева, они убили вот эти женщины и детей. А вы, вот эти военные, я уверен, ты российский подхолопник военный, ты должен знать, что вы, дагестанские военные, все кавказские военные, особенно дагестанские военные, которые проявляли особую жестокость в чеченском государстве по отношению к чеченскому народу, вы никто, вы чмошники. Потому что когда ваших женщин, детей ГРУ и ФСБ взорвало в Буйнакске, а мы, чеченцы, пришли спасать Басаев, между прочим, даргинские села, которые Степашин окружили и уничтожали. Женщины выходили с белыми флагами, их снайпера расстреливали. И дагестанцы пришли на помощь, просить помощи у Шамиля Басаева. Потому что был договор, что мы друг другу, дагестанские народы и чеченский народ, будем оказывать друг другу помощь. Но дагестанские народы не оказали помощь Чабан-Махи и Карамахи. И только Басаев пошел с добровольцами оказывать эту помощь. Они пробили коридор, вывели всех этих женщин, детей и спасли дагестанских женщин, детей. Но несмотря на это, ублюдки, незаконно рожденные, да, так вам будет понятнее, если я скажу, российские, дагестанские военнослужащие пошли убивать чеченцев, которые пришли спасать их женщин, детей, ваших женщин, детей, от того, что ваша власть убивает их, ваша российская власть убивает. И после того, как взорвали дома в Буйнакске, вы пошли убивать чеченцев, вместо того, чтобы эти военные должны были идти на Москву, на Кремль. Вот вы кто? Вы про Шамиля Басаева, только сделав омовение, прополоснув рот водой, вы можете произносить имя Шамиля Басаева, понимаете? Иглы вы разные, да? Так, для меня Россия больше сделала, чем такие, как ты, и тому подобное, плюет на руку, который тебя кормит. Благодаря России русским, такие, как ты. Да пошел ты за русским кораблем. Чмо дешевое, да. Ты, во-первых, конечно, ты, наверное, на коленях стоишь и прислуживаешь, да, поэтому тебе дают. А мне ничего Россия не дала. Россия у меня забрала все, что могла забрать. Ничего не дала, я сам делал. Вопреки тому, что ваша Россия нам мешала, мы сами добиваемся. Мы не рабы, понимаешь, как ты, бич. ФСБ годами готовилась к этой войне везде в Украине. Свои люди в Раде, чиновники, среди военных тоже есть агентура. Трудно очистить все сразу, еще война идет. Но Зеленский, надеюсь, это сделает. Не знаю, что там Зеленский сделает, но украинский народ это сделает. Я в это очень верю и надеюсь. Очень верю. Липсиц Игорь Владимирович. Хорошо, посмотрю обязательно. Я назвал, о чем он говорит. Так, чистую правду говоришь. Сигма на этом канале говорят только правду и ничего, кроме правды. А вот эти, знаешь, кавказские подхолопники, они самые ничтожные из всех подхолопников. Понимаете? Это с учетом того, каким были кавказцы, какой дух, какая культура на Кавказе. Быть рабами рабов, это самое ничтожное, что может быть.
И ему Россия все дала. Конечно, стал на колени и делает, что Россия скажет ему. Конечно, даст она ему. Да? Он проституткам тоже $20 дают. Да? Вот ему тоже дали $20. Хочу добавить сказано, те холопы, кому ФРФ дала служить в армии ФРФ из Кавказа, они для того, чтобы выслуживаться, с особым зверством выслуживаться, доказывать свою признательность ФРФ. Да, именно так поступали дагестанские военные, которые были самыми жестокими, самыми коварными, самыми подлыми. Вот представьте себе, вот из всей этой армады русских убийц, российских убийц, которые пришли на нашу землю, мы, чеченцы, запомнились самыми коварными, самыми жестокими, самыми подлыми, самыми гнилыми дагестанских военных российских. Вот, чтобы так, на всякий случай, чтобы понимали, да. Русские считают, что принесли цивилизацию другим народам, а их кто, извините, развил? А разве их кто-то развил, Ава? Они остались, какие есть, такие же остались лаптежники, да, и ничего они не развились, абсолютно. Россия находится на уровне среднего века развития. Так, друзья, я думаю, мы уже почти 2 часа в эфире. Я закончу свой стрим. Спасибо вам, что смотрите, поддерживаете. Они, по всей видимости, сегодняшний стрим как-то атаковали, потому что упали у нас просмотры, все. Но на вас вся надежда. Развивайте канал, помогайте нам доносить правду. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш, Оль, всего самого хорошего. О, Аллах, благослови Америку. Адикюэль. До свидания, друзья.